Встреча прямо на взлетной полосе. Так Рустам Минниханов и глава Дагестана Владимир Васильев начинают работу по развитию межрегионального сотрудничества. Детали обсуждают с глазу на глаз. Так в этом году был открыт авиарейс Казань-Махачкала. В Дагестане действует торговый дом Татарстана, а Зеленодольский завод планирует открыть на берегу Каспия судоремонтную базу. Уверен, что вы обменяетесь полезным практическим опытом, наметите перспективные формы и направления совместной деятельности. Желаю вам плодотворного общения и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Так, с телеграммы президента страны в Махачкале открылось заседание группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Участники 26 стран. На повестке противодействие экстремизму. Глобализация и стремительное насыщение информационного пространства деструктивными идеологиями, в том числе экстремистскими, указывает на необходимость координации действий всех стран в вопросах управления мировоззренческими, в том числе религиозными процессами. Одним из инструментов решения проблемы Рустам Минниханов предложил татарстанский опыт работы с молодежью. Сегодня в Татарстане реализуется ряд крупных проектов, интегрирующих созидательный потенциал молодежи, такие как форум мусульманской молодежи, молодежная ассамблея народов Татарстана, Казанский открытый университет талантов, национальные молодежные движения «Совет». Так, участники группы договорились о создании совместной российско-мусульманской академии будущих лидеров. Ее базой, возможно, станет Болгарская академия. Документ вошел в резолюцию заседания. Сегодня здесь же объявили и победителей национальной премии «Россия. Исламский мир». Ими стали Татарстан и Дагестан. Салават Ухмадуллин, ТНВ, Махачкала.